in an hour's time. I'm a man. I still am. Закончите бескрылку Сергея Шаргина устойчивым выражением. Мне вернуться домой поскорей, день за днем повторял Одиссей. Возражала Калипсо на это. Закончите последнюю фразу. Калипсо что? Она же вывела? Нет, вывела Ариадну. А Калипсо это который... Завлекал. Мне б вернуться домой поскорей, день за днем повторял Одиссей. Возражала Калипсо на это, возвращаться плохо. У Нарта, у Архага их было два. Дзерасы также два. У Нарта Шиттона в один день появились сразу три. Какая отличительная особенность мешала некоторым из них жениться? У террасы в Сарахсартак они убили Тбилина, они не спали. Да, они что, близнецы были? У Сартона их сослан за Да. РГГУ. Ранняя смерть. Высшая школа экономики. Так как они были близнецами, старшей школьниками. Ни один из братьев не хотел жениться через голову другого, боясь, что тот, если он окажется старше, затаит в душе обиду. Они были близнецами и не знали, кто из них старше. Существует выражение: десятилетний мальчик старше невесты. С чем это связано? Время. Команда МГИМО, ваш ответ. Могу носить оружие. С этого Спасибо. за столом сидел выше, старший. Спасибо. Спасибо за ответы. Это связано с тем, что после свадьбы невеста не имела права разговаривать с мужчинами, родственниками и соседями старше 10 лет. Ну, я думаю, для таких интеллектуалов это тоже разминочный вопрос. Первый официально зарегистрированный прямоугольник такого рода отмечен в Мюнхене. Это событие относится к 1899 году. Следом быстро подтянулся Париж, 1900 год, Нью-Йорк, 1901 год и Лондон, 1903 год. В настоящее время он имеется во всех странах и составляется по определенным правилам. Что это? Команда МГИМО, ваш ответ. Небоскреб? Это старый флаг. Государственный флаг? Номерной знак на автомобиле. Команда РГГУ. Благодарю вас за участие. Вы не проиграли, вы заняли 4-е место. Итак, почетное 3-е место заняла команда Московского государственного института международных отношений. Второе место, немного уступив, занимает команда Российского государственного университета нефтегаза имени Губкина. И, наконец, победитель в тяжелейшей борьбе. Первое место занимает Высшая школа экономики.
еще интервью можно дать. Он специализируется на интервью. Собрание сочинений. Ну и только сюда. За третье место. За отрадное третье место. Сейчас, подождите, я прокомментирую это. Какой кожу скреплен. Не каждый день удается в руках подержать такую книгу. Замечательно.